Хорошо, говорит, деревню летом, пахнет сеном. И, ну, кто догадался, тот догадался. Ну, а зимой, ребят, тоже прикольно. В этом году зима насыщенная. Правда, морозов нету, но снега, ух, хорошо. Прям хорошо. Во многих регионах снега практически нету. А у нас, ребят, в Коми со снегом все в порядке. Так что приезжайте в гости, покатаемся. Выходные, ребят, стабильно провожу дома с семьей. И сегодня немножко поготовим. Так что погнали на кухню. Я думаю, будет интересно. Так, ребят, ну что, мы на кухне. Доброе утро. Доброе утро. Рассказывай, Лариса Юрьевна, на охоту ходила, что ли? Да. Пока ты рыбачил, я охотилась. Ты охотилась, да? В общем, Да. друзья, у нас вот немножко привалило мясца. Это у нас лось, лосятина этого года. Ребята добыли. Вот. И сегодня мы хотим сделать традиционную тушенку. Да. С Ну, лось- попробовать. Да, Мы не попробуем. делали еще. Мы еще с лося не делали. Делали это со свинины, с говядины, в общем. А вот с дичи, это конкретная дичь, лось. И вот мы хотим сделать прям тушеночку. Ну, ничего лишнего, чисто тушенка. Вот. Ну что, не знаю, сколько у нас тут? 8 килограмм, да, Ларис? Плюс-минус. Да. 8 килограмм. На 15 баночек. Плюс сало. Около килограмма тоже. Чеснок. Ну, ничего лишнего, да, мы ничего не будем добавлять. Нет, чисто вот мясо. Мясо, специи, ребят, чеснок, соль, перец, там, в общем, по вкусу. Там только по времени зависит. Дольше придется. Ну да, дальше. В общем, как обычно, ребята, занимаемся автоклавированием. Наша любимая тема. Мы очень хорошо в нее включились, так скажем. Готовили много. У нас есть два автоклава, Фенсел Мини. И есть у нас Фенсел 2. Это как раз на 15 банок, большой. И вот мы сегодня как раз хотим воспользоваться им и сделать 15 банок тушенки. Пол-литровых 15 банок. Это я уже очистила от пленок, от всего лишнего. Да, кстати, ребята, Там потому что у нас все было за кадром, ребята. Лариса целый вечер провела, короче, у тазиков мыло, потому что забой был, походу, грязный, очень все волосней было, в пленке, ну, понятное дело, где добыли, там раскидали, нарубили, в общем, и пожалуйста. Вот. Не знаю, ребят, кто пробовал лося, конечно, пишите, а так, в целом, Ларис, ты же пробовал лося? да. Что Я скажешь? сейчас котлеты делаю. Да, кстати, мы, ребят, Очень вкусно. это половина того, то, что у нас было мясо. Мы очень много накрутили котлет. Котлеты получились просто бомба вообще. Мы со свининой делали. Ну, как правило, дичь не готовить, ну, не чистую. Все равно надо с чем-то смешивать. Ты вот немножко недорассказала, что у нас не только же будет мясо. У нас же здесь еще будет что? Сало? Сало, да, я сказала. Сало мы купили, ребята, 1,5 килограмма. В общем, здесь Нет, где-то килограмм. Килограмма, да, здесь около. Угу. Так, на вид, ребята, вот смотрите, такого оттенка, ну, дичь, она такого вот цвета, в принципе, не знаю, наверное, вся дичь так выглядит, мясо. Что вот боровая дичь, я имею в виду птица, что лось. Вот, мы готовили, кстати, бобра, тоже из дичи. Еще вот нам, Ларис, нужно, знаешь, что с тобой сделать? Медвежатинки. Я пробовал, на вкус такая сладковатое мясо. Что-то я нет. Нет? Против? Нет. Пишите, кто за, кто против. Я точно нет. Да, слушай. Это как-то без меня. Ну а Нет. почему лось, да, а медведь Потому нет? что лося я много раз ела. Я знаю, что он вкусный, а медведь нет. Все-таки как-то. Слушай, ну тоже, да, вот интересно, да, лось крупный, да, вот достигает там плюс-минус до 400 килограмм, да, вот тоже интересно. Тут корову надо кормить, а это на вольном, так скажем. Ну, ты сама знаешь сейчас, чем лось питается зимой. И вот это диетическое, так скажем, мясо получается. Ну да, все равно. Ну, потому что вот медведь, есть медведь-добряк, так его называют, знаешь, он питается там муравьями, там, знаешь, там, корешками, а есть зверь, хищник, который
знаешь, там ловит там того же лося и ест, понимаешь? И он еще его любит подтушить немножко. Он свежего не ест. Так что будем готовить, да? Да. По-любому. Нет, медведя мы готовить не будем. Ладно, ребят, что, как обычно, нарезаем. Мы плюс-минус взвесили. Вот. Мы уже примерно понимаем, нам где-то килограмм надо вот 8 плюс-минус всего основной массы. Но если что-то останется, там, сегодня пожарим, я съем. Вот. Ну, котлеты получились, ребята, круто. Да, Лариса целый вечер провела реально за тазиками, обдирала все, волосы там вот это выбирала. Ну, вот мясо уже, ребята, чистенькое, красивое. Вот. Это мякоть, кстати, не на кости, обрезки мякоти. Вот. Ну, красота, что, красота. Сделаем для себя, как бы, плюс-минус, не знаю, возможно, в домашних условиях мы ее не будем использовать, как тушенку там с макаронами, допустим. Вот, а вот в походу вообще зайдет, я буду брать по-любому. Потому что вот кто-нибудь приедет в гости и, допустим, со средней стороны я не удивлюсь, что не пробовали лося. Ну, а в тушеночке, я думаю, он получится прям круто-круто. И мы вот захотели именно сделать, ну, ничего не добавлять, не портить, ни луком, ни морковкой, а чисто вот, знаете, ребята, мощная такая тушеночка. Чесночок, перчик, все. Я хочу еще добавить кориандр. Ну, она как без этого кориандра вообще ничего не может, ребятки, я вам Потому скажу. что мясо любит кориандр. Она вот, ну вот, если вот что-то, вот, я говорю, давай просто сделаем. Ну, видишь, кориандр все равно залазит. Ну, я все равно чуть-чуть, но добавлю. Для аромата. Для ароматика, да? Угу. Кусочки, ребят, такие вот, смотрите, сантиметра 3 на 3, 4 на 4, там плюс-минус. Ну, мякоть, что, красота, вон, пожалуйста. Тут уже чистенькая, сейчас хоть на гуляш и хоть куда его, плюс и минус. Ну, у нас в семье охотников особо не было, дядька был, конечно. В свое время кушал я частенько и зайца, и глухаря. Вот. А так, чтобы такого крупного зверя, как бы, ну, на столе у нас не было. Я детство именно имею в виду. Так я пробовал, конечно, и медвежатину, и лосятину, и бобрятину мы пробовали. Вот. Ну, кайф, кайф. Ну да, здесь уже чистенькое мясо, конечно, только нарезай. Так, ну что, в принципе, все. Пока за разговорами Лариса уже и порубала тут все мясо. Вот это какая-то более жирная такая, да, часть, смотри. Ну вот именно, ребят, что нам понравилось, вот автоклав именно, он делает красиво. И вот несмотря вот на эти жилы, да, если, допустим, сейчас мы готовили гуляш, вот есть чистые кусочки, а есть вот жирные кусочки. Возможно, они бы как бы не доварились, точнее не доварились, но они бы во рту такие изыски не показывали, вкусовые. А вот автоклав именно, он разобьет эти жилы, разобьет. Потому что большая температура и давление, ребята. В чем фишка вот этого всего? Готовится быстро из-за давления, из-за большой температуры и из-за давления. Давление вот именно все делает в баночках. Вот. Ну да, вот это прям такая более жирная часть попалась. Интересно, что за часть. Так, ребят, ну мы как обычно готовим общую тару, что рыбу, что кашу. Вот мы почему-то нам более так менее понравилось. Изначально, когда мы приобрели вот этот Фенсел мини, мы рассыпали все по баночкам. Там немножко перловки, там мясо, специй там, как бы, знаете, вот так дозированно делали. И что-то нам не зашло. Мы сейчас делаем все в общей таре, все мешаем, солим. Опять же, тоже говорят, как солить его, как вы примерно понимаете, сколько соли. Не знаю, или как понимаю. На глаз? Ну, да. Плюс-минус? Плюс-минус на 0,5 баночку. Если на тушенку половину чайной ложки. Угу. Так, ну все, ребят. Мясо порубали. Вот, видите, еще попадаются немножко волосинки. Ну это ничего, это не магазинное, ребята, мясо, это реально
добыча в лесу. Вот. Условия всякие бывают, где попадается добыть лося. Вот. У нас там зверь маленький. Так, ну и что, сало. Да, там вот это надо снять. Шкурку вот эту снимем. Ну, сало тоже, видите, ребята, она не чистая, она тоже немножко с мясом. Со свининкой, да. Вот. Конечно, искали мы чистые сало, но не было. Вот. И взяли, в общем, немножко с прослоечками. У нас там зверь потрошит пакет. Маленький зверь. Вот. Юрьевна красиво все делает. Шкурку сняли. И что, такими же кусочками или поменьше? Поменьше. Поменьше? Вот. Ну да, слушай, мясо тут тоже порядком, я смотрю. Ну ничего, ребят, кашу маслом не испортишь, как говорится. Вот. Желательно, чтобы в каждую баночку хотя бы попался 1-2 кусочка, да, рис? Да. И все, в принципе. Ну, вот этот жир, он и сочнее будет, и вкуснее. Потому что, ну, диетичка, ребят, мясо, дичь, она в основном, ну, она не жирная. Жира очень мало. Практически нету. Да, когда медведь, да, медведь жирный, особенно осенью, нагулявшийся. Весной, естественно, он тоже, его не стреляют даже в основном. Ну вот как-то так. Все тоже туда пойдет. Ты еще не сказал, Рис, там вот эти, как ты говоришь, вот эти штучки. Как они называются? Я сейчас не вспомню. Ну их мы тоже будем ложить. Это получается что у нас? Ну как жила она идет, она Ага. как желирующее вещество получается. Ну, в общем, для тушенки сойдет, да? Да, вместо желатина. Вместо желатина? Она желирует вот именно тушенку. Ну. Я понял тебя. Так, ну все, что, в принципе, ребят, процесс, что тут, тут ничего сложного, без всяких выдумок, а то мы вот в последнее время ищем себя в этом деле, ищем какие-то новые рецепты, экспериментируем, а тут стандартная тушенка, просто, ребята, лазь. Ну, скажи, Лариса, что это, в принципе, как говядина, да, наверное? Плюс-минус, скорее всего, ничем не отличается. Есть, конечно, специфический вкус, ну, по-любому, вот, ну... Так, плюс-минус это говядина, так Не скажем. знаю, я не учу его никакого специфического, смотря как приготовишь. Слушай, ну помнишь, бобра мы тоже готовили? Ну, вот, Очень вкусно. очень вкусно, понравилось, да. Короче, ребята, знаете, в чем плюс? Как обычно, надо готовить с душой, Ларис. И что? Ну, кто как приготовит, правильно? Согласен? Да. В любом блюде, ребята, это душа и это небольшое понимание, потому что, ну, вроде просто, а можно испортить, допустим. Так что как-то так. Вот бандит там что делает. Ладно, ребят, пока дорезает, я, наверное, схожу за автоклавом, потому что автоклав у нас там в кладовке. Вот что делает, смотря. Смотрите, кто появился. Зверюга какая. Старая кошка у нас умерла. Вот маленькая. Дай бог, рыбу не будешь кушать. Не дай бог, точнее. Играет. И слоухая. Друзья, небольшая информация, я думаю, она будет приятна. В общем, у нас начало февраля, и у друзей из компании Ханки проводится акция. В общем, в течение февраля, ребят, кто приобретает автоклав, вне зависимости, это интернет-магазин или онлайн-магазин, русская дымка или колба. В общем, где вам удобно. В принципе, можете через меня приобрести. У меня есть ссылочка внизу, есть промокодик. В общем, покупаем автоклав, ребята, и регистрируем чек. По этому чеку будет разыгрываться конкурс. Не знаю, в конце февраля или в начале марта. В общем, я посмотрел хорошие призы. Это смартфоны, вот, набор инструментов, Яндекс колонки Алисы, часы. Короче, ребят, браслеты там. Интересные там призики, конечно. В общем, ребят,
информацию оставлю внизу. Заходите, почитайте. В общем, кто в течение месяца будет приобретать автоклав, я еще раз обозначу, русская дымка или колба. Я думаю, магазины эти есть у вас в городах, да и не только. Вот. Регистрируйте обязательно чек, и в конце месяца, возможно, вам повезет. Так что давайте, делайте вещи, ребята, удачи. Так, друзья, ну все, в принципе, порезали. Вот это желеобразное, я не знаю, как называется. Кто знает, пишите, друзья. Вот. Будем добавлять отдельно в баночки. Ну и понятно, будем чесночок добавлять отдельно. Вот. А так что, солим, перчим. Так, солюшки. Так. Ну, слушай, я думаю, лучше... Молотый. Есть у меня в мельнице перец горошком и кориандр цельный. Можно еще его добавить. Я не знаю, я не знаю. Добавляй сама, как думаешь. Добавляй сама, Арис. Ты же знаешь, Коля ловил, Андрюха варил, ну а Серега солил. Кто солил, с того и спрос, понимаешь? Особенно, когда в большие порции. Когда варишь там целый казан плова, да, и вот вся банда осталась голодным, потому что пересолено. Так, отлично. Запах от кориандра, запах, да, запах, конечно, кориандр дает красиво. Ух, вообще. Вот сейчас я прям почуял. Так, ну и что у нас? Перец горошком, душистый и лаврушка, это тоже, ребята, пойдет в банки. Ну, отдельно, индивидуально, так скажем. Да. Вот еще немножко волосики попадаются. Все, ну сейчас что? Это уже не критично. Массаж. Это массаж пошел, ребят. Чисто мясо, короче, чисто мясо. На рыбалочке в палаточке, ребята. Баночку достал. Картошечку поджарил. Туда баночки лосяшки. И вечер удался. Красота. Красивое такое мясо, прям четкое. Алые. Да, знаешь, что-то прям шашлыка захотелось. Готовые. Прям что-то мясо захотелось, шашлыка какого-нибудь жареного. Запах вообще прелесть. Ну, короче, что тут, в принципе, ребят, все просто. Нам просто охота попробовать именно что, как получится на вкус. Какого она будет само по себе. Но я думаю, что будет все четко. Вот. И, как обычно, показываем, делимся своими рецептами. Пишите, кто как готовит. Часто ли вы готовите лося. Я знаю, что Вологодская область славится лосями. Я проезжал, ездил в гости к Сереге. Серега, будешь смотреть? Привет тебе огромный. Пока ехали, я, не знаю, штук 15 насчитал, наверное, лосей. Вообще их море просто. У нас такой он проходной. Сейчас. Ну все, в принципе, что. Сейчас Юрина будет готовить баночки. Крышечки. Ну а я приготовлю автоклав. Все по старой схеме, ребята. Ну все круто, слушай. Классно. Ну вот сало по-любому, ребят, нужно будет. По-любому. Мы, в принципе, котлеты рыбные также тоже сало добавляем. Мы везде сало добавляем. Все? Угу. Огонь? Да. Все. Погнали. Погнали дальше. Достаем, друзья, дружка нашего. Так, мы уже готовили, наверное, раз за 3, наверное, вот этом автоклаве в большом Фенсал 2.
что он? Немножко потемнел, а так все отлично. Это, кстати, друзья, на заметку, может, кто первый раз смотрит. Это у нас Fencel 2, но это еще, друзья, 2 в одном. Это у нас еще и самогонный аппарат. Так, для сведения. Вот такая штучка у нас есть. Вот, здесь есть слив специально для того, чтобы, если вы заливаете полностью или готовите что-то там, чтобы чужую тару не поднимать, можно с газа слить, получается. Также что у нас тут? Термометр, барометр. Ну, я обычно называю спидометр. Вот. 3 яруса у нас. То бишь фальшдно, 5 банок, потом фальшдно, 5 банок. И, ну, в общем, 3 яруса. Чем они отличаются? Fencel мини у нас на 2 яруса. Сейчас еще малыш вышел. Я, кстати, когда ездил к Паше сейчас на день рождения, я ему подарил автоклав. Так что, братуха, занимайся тоже автоклавированием. Я знаю, ты любишь готовить. А тем более свое, это всегда приветствовалось. Надеваем уплотнитель. Автоклав, правда, на улице был. Ну, сейчас согреется быстро. На улице не так холодно. Вот. И мы готовим, ребят, на пару, не в воде. Есть автоклавы, я знаю, которые нужно полностью заливать. Мы его не заливаем полностью. Мы заливаем всего лишь 1,5 литра воды. Что, резинка что-то замерзла, что ли? Так. Готово. Все. Водички. Вот здесь в наборе книга рецептов. Кстати, можно, в принципе, ребята, если заказываете, можно помимо этого заказать у них крышки, я знаю. Но для автоклавирования есть специальные. Мы все по старинке работаем. У нас в деревне продаются вот такие. Есть специально для автоклавирования крышки. Специи. Короче, у них там много чего можно на сайте прям именно посмотреть. Специально для этих дел, так скажем. Да? Может, тебе тоже в автоклав засунуть? Так, водички наливаем. Вода, ребята, с колодца, ключевая. Опачки. Опачки. Ну, чуть-чуть еще. Да, потому что дольше будет. Да, дольше будет, да. Ну, все, вот для фальшна я обычно делаю, потому что еще вода остается. И сколько подержим? Часик, минут 50. Подожди. Нет. Там идет час 20, это точно нужно. Ну, это после того, как мы все наберем, всю температуру. Да, да. Час 20 даже? Да, я смотрела. Лося час 20, это минимум надо держать. Угу. Так что Ну и поддерживаем чуть, час 20. дольше. Без проблем. Так, баночки готовы. Половинки. Да, много не надо, друзья. На самом деле, по половиночке чуть-чуть. Потому что все-таки чик-чик-чик. Лавровый лист. Лаврентий. Баночки разные. Где-то 450 есть, ребята, где-то 500 есть. Ну, главное в ряд в 5 банок положить, ну, ровненькие, понимаете, да? Чтобы фальшно поставить, а потом можно другие поставить, неважно. Душистый у нас. Да, По одному? Да. Больше ложи. Думаешь? Конечно. Ну, давай два. Я люблю Больше душистый. нельзя.
Так. И что у нас еще? Горошек? Горошковый? А там, не знаю, по 3-4 там, ребят. Так, плюс-минус. Все. В принципе, больше ничего. Будем добавлять по одному зубчику, да, на нарез? Чесночка и вот там по 3-4 вот этого желатина, блин. Так, ребятки, ну что, пошла закладочка. Смотрите, как красиво у нас получается. Вот что, вот руками в перемешку сало берем и мясо. Плотненько. Плотненько тогда забиваем, потому что, ну, Не было воздушно. вот так, видите, плотно, ребята. Ну, плюс-минус, я как раз думаю, хватит. Если останется, ничего страшного. Так, вот это желатина добавляем. Желатин. Ну, я понял, да, это типа что-то костного мозга, что-то типа такого, да, Ларис? Не знаю, жила это какая-то. Да. Вот, чуть-чуть сверху. И чесночок. Зубчик один. Бац. Вот так вот. О, красота. И все. Идем дальше. 500-граммовая банка вообще идеально, ребята. На кастрюлю макарон, на большую сковородку там картошки, ну я не знаю, 500 грамм. В общем, это нормально на двоих, на троих поесть. На рыбалке, да и не только дома сготовить вот 500 грамм. Ну, банку вы берете в магазине, сколько там, 300 грамм, давай, чуть больше, 320, 370. Здесь 500 грамм, ребята. Можно, в принципе, и 700 граммовые делать. Ну, сами понимаете, почему 500 граммовые, потому что идет как раз ряды. У нас выше уже не залезет банки. Можно одну 3-килограммовую засунуть и заварить. 500 граммовая самая удобная. Самая удобная, самая ходовая, я считаю, да. Оп, все, четко. Вот такие дела, ребята. Ну что, процесс понятен? Закладываем, посмотрим, что у нас. У нас обычно 1-2 банки гуляет. Плюс-минус. То не хватает, то у нас остается, в общем. Вот. Такие дела. Четко, ребята, 15 банок влетело. Прям четко. Чуть-чуть сверху не хватает. Сейчас по кусочку возьмем с каждой баночки. Вот, где много. Вот тут чуть-чуть. Тут чуть-чуть. Кстати, пользуйтесь, ребята, лайфхаком. Не, ну самый то. 8 килограмм у нас. Меньше на 15. Вместе с салом. Вместе с салом, да. Все, друзья. Четенько. Красота. 15 баночек. Ставим. Да, все отлично как раз. Много. Тут нету. Вот так вот. Вот так вот. Угу. Все, по феншую. Все классно, да. Все, и чесночочек. Огонь, ребят, красота. Так, ребят, ну теперь мой выход. Чуть-чуть супруге помочь надо. Вот так вот. Плотненько все делаем. Закрываем.
Че, поперла закладка? Закладочка, закладочка, закладочка. Вот сейчас вот, ребят, надо просто вот ровные банки. Ну, у нас разные они. Что ты там проверяешь? Ты сомневаешься, что ли? Я любитель проверять. Сомневаешься? Доверяй, но проверяй. Ну давай, молодец. Есть. Так. Есть. Все. А наверх сейчас какие разные там у нас есть, вот без разницы. 480. 480 там какая-то. Вот эти, видите, маленькие. Это пятихаточка у нас. Это вообще какая-то 470, наверное, блин. О, все. Закрываем, затягиваем. И на огонек. И на огонек. Если, допустим, кто-то из женщин, не знаю, готовит, можно отверткой подбавить, так скажем, добавить, если сил не хватает. Все, теперь закручиваем. Ребят, ну все, что, все готово. Так, клапан у нас изначально открытый. Набираем мы температуру 100 градусов, даем кипячение. У нас заметно будет выходить такие пузырики. Для этого, кстати, вот идет и шланг. Но я его не использую. Все понятно, что. Есть показатель, есть видно, что начинает кипеть. Закрываем. Дожидаемся, когда срабатывает вот этот клапан. И все, у нас автоклав получается полностью закрытый от кислорода. Все. И тогда мы набираем, ребят, 120 градусов. 1,1 бар или 1,2. И после этого, только когда мы все наберем, ребята, мы будем держать час 20. Лосяшка. Такие дела. Так что все. Процесс, в принципе, понятен. Ничего сложного. Все делает машина, так скажем. Вот. Класс. Затопили печку, тепло, хорошо. Все. Ждем. На улице сегодня так, ребят, кайфово, прям вообще великолепно, прям махануть прям куда-то охота, прям не знаю. Спокойно, ветра вообще нету. Блин, вообще красота, конечно. Вот. Ну, впереди, ребят, поездочки, так что восстанавливаюсь, немножко приболел. Вот. Сейчас восстановлюсь и сразу дернем куда-нибудь в лес. Зимняя сказка, вообще красота, конечно. Блин, круто. Прям гулять охота, ребят, сегодня. Прям, знаете, на улице находиться. Такие дела. Так, друзья, ну что у нас тем временем? Автоклав закипел. 100 градусов. Ну, вот видите, все понятно, вот, что идет закипание. Вот. Так-то, по идее, нужно сюда вставлять шланчик. Как там по паспорту написано. Наливаем тару воды и видим, выходят пузыри. То бишь нам надо его немножко прогнать. Вот этот пар. Вот. Ну, уже минут 5-7 он у меня уже прогнался. Пар уже хорошенько выходит. Все, мы сейчас просто перекрываем, ребята, вот этот кран. Опачки. Все, сработал у нас вот этот. И он сейчас автоматически, ребята, сам сработает, вылезет. И все, он у нас полностью закрылся. Многие боятся, конечно, таких вещей. Мама у меня боится. Но здесь, ребят, есть аварийный сброс. И то бишь, когда здесь какой-то, если предел даже будет, то аварийный обязательно сбросит. То бишь, он сам будет сбрасывать.
Сейчас срабатывает у нас вот этот клапан. И все, и будем набирать другую температуру, 120 градусов, и уже будем набирать давление. Такие дела. Так, ребятки, все, красота. 120 градусов, 1,1 давление. Все, вот с этого момента мы засекаем. Можно немножко убавить газ. Чуть-чуть. Чтобы больше у нас не набирало уже. Вот. И так, время 13:05. Час 35, 2:35 выключим. Ну, полтора часика подержим побольше. Короче, 2:30, ребята, выключим. Такие дела. Так, ну и уже, ребят, будем пробовать завтра. Так что для вас, для нас целый день, целая ночь, а для вас одно мгновение. Опа! Так, друзья, ну что, это у нас уже следующий день. Всем доброе утро. Че, Юрина, думаешь, у нас там получилось все? Полтора часа, ребят, мы подержали. Решили мы, короче, побольше. Здесь отвинти. Решили, короче, мы немножко побольше подержать. Открываем. Так. Так. Опа. Опа, Степа. Ну что там? Вот она, ребят. Смотри, сколько жидкости. Сальцо. Ну, это все, ребят, затает. Потом будет желе. Еще теплое, потому Теплое еще, да. Ну что, сейчас достанем. И попробуем. Вон сколько, смотри, жира. Это все будет, ребят, жир. Это все будет классно потом. Банки реально еще теплые. Так, ребят, ну что, у нас вообще идеально в этот раз. Без подтеков, без... У нас баночки просто некоторые лопались, бывало. Угу. Сейчас все, 15 банок, прям все идеально, все чистенько, все четенько. Вот. Ну что, попробуем маленькую баночку такую. Вот так вот. Ну-ка, Юрьевна, давай-ка. Доставай-ка. О, запах пошел. О, ребят, смотрите. Красота. Мясо мягкое. Смотри. Расслаивается. Настоящая тушенка. Ну что, пробуем? Давай. Давай. Мощно? Мягко, вкусно, соли хватает. Но все равно суховато, да? Суховато, да. Хотя смотри, сколько воды. Угу. Это, в принципе, нормально, вкусно. Вкусно, да? Это то, что с чесноком стало. Это чеснок? Да. Ну, что, добавила бы еще что-нибудь? Нет. Нет? Идеально? Не, да. Да. По соли огонь. Сколько ты, получается, положила? 7 ложек, да, мы положили? Чайных? Да. Слушай, вкусно. Ну да. Ну это, ребят, настоящая, самая настоящая тушенка, конечно. Одно мясо. Ну, жирочек. Огонь. Ну, слушай, с макарошками это будет великолепно, да? Да. Вот супчик. Гуляшек. Пушка. О, ребята. Красота. Плюсуем, рекомендуем. Плюсуем 100%. О, ребят, самая настоящая тушенка, вот реально. Ну, в такие походы брать просто одно милое дело.
На рыбалке сгодится прям вообще. Ну и вот это все еще подстынет, да, получается? Да, конечно. Так что, ребят, красота. На вкус, ну не знаю, мясо плотное такое. Суховато. Обычно говядина. Обычно говядина, да. Надо конину найти, мать. Нет. И медведя. Нет. В общем, все, ребят, давайте. Всем хорошего дня. Не забывайте за февральский конкурс, розыгрыш. Кто будет приобретать, не забывайте регистрировать чеки и участвовать в конкурсе. Хорошие призы. Все, давайте, связь, ребят.